Сергей Тахаленко. Служит у нас ашхабадский парень. Рота капитана Гущина обслуживала машины, только что возвращавшиеся в парк со стрельбища. Воины работали дружно, весело перешучивались. Экипажи соревновались между собою. Тон, как всегда, задавал секретарь комсомольской организации подразделения, коммунист, старший сержант Аманберды Кавшутов. Рядом с ним трудились члены его экипажа. Белорус, механик-водитель, младший сержант Иван Лабор и русский, наводчик, ефрейтор Анатолий Ермолович. Экипаж Кавшутова удостоен звания отличного, и все его члены – отличников боевой и политической подготовки. Настроение у танкистов радостное, приподнятое. Еще бы, они добились больших успехов в ночных стрельбах. В кромешной темноте, не включая фары, движутся танки. За рычагами управления один из них – сержант Лабор. Место наводчика занял командир машины Кавшутов. В поле зрения показалась цель – танк противника. «Огонь!» Кавшутов нажал на электроспуск. «Выстрел!» С вышки видно, как огненная трасса снаряда разрезала темноту ночи, прошила мишень. Есть цель с первого выстрела. Вот оно, высокое мастерство. Следующим стреляет Ермолович. Отлично. Так стреляют все. Работа по обслуживанию боевой техники подходила к концу, и вдруг тишину разрезала команда: «Тревога! Пожар!». Через несколько минут танкисты, вооруженные противопожарными средствами, стояли в строю. К машине последовала команда. Тяжелый МАЗ натужно ревет, набирая скорость. Впереди, километрах в 4, виднеются огненные языки пламени. Горит трава. Справа и слева от горящего участка находится горящий лес. Огонь с ужасающей быстротой расползается, подбирается к лесу. Медлить нельзя. Капитан Гущин послал группу наиболее выносливых воинов к опушке леса на перехват к огню. Надо срочно создать противопожарную полосу, очистить ее от растительности. Эта трудная задача выпала на долю группы сержанта Кавшутова. Не разгибая спин, несколько часов подряд, без перерыва, воевали танкисты с разбушевавшейся стихией. Воинов из группы Аманберды не узнать. Лица черные, закопченные, блестят только глаза и зубы. Резкий порыв ветра, и огонь перебросился на сосенку у опушки леса. Ребята растерялись. Что делать? Выручил Аманберды. Он схватил пилу и к дереву. На помощь подбежал лейтенант Машков. Спилили вовремя. Едва рухнула сосна, как снова взметнулся столб пламени. Но он не доставал деревьев. Пожар отступил перед мужеством и стойкостью танкистов. 7 часов длилась схватка с огнем. Командир подразделения поощрил особо отличившихся воинов. Среди них был старший сержант Аманберды Кавшутов, сержанты Николай Машков и Иван Жуков, рядовой Штырев и другие. Аманберды – ашхабадец. В столице Туркменистана он окончил среднюю школу, увлекался музыкой, поступил в музыкальное училище и одновременно до призыва в армию руководил кружком художественной самодеятельности в школе номер 26. Аманберды Кавшутов, находясь в советской армии, продолжает музыкальное образование. Статья написана в 1960 году его сослуживцем Сергеем Тахаленко из Красноводска.